Пошла за грибами и исчезла. С этой незамысловатой историей о пропаже девушки в Усть-Вымском районе начался путь добровольца сыктывкарки Евгении Белоцветовой. Сама она такой же любитель тихой охоты, а потому еще 2 года назад откликнулась на призыв о помощи. Спустя 4 суток на след пропавшей спасатели так и не вышли, а ведь каждая минута в таких случаях на счету. Сил МЧС было недостаточно, нужно было подключать добровольцев. Мы проискали целый день, результата не было. На следующий день я поехать не смогла, я работала, но я отследила, что происходило по этим поискам. Ее нашли случайно. Мужчина занимался парапланеризмом и как раз в одну из своих прогулок увидел ее. Это был счастливый случай для этой девушки. Ну вот с тех пор я в отряде. История всего объединения тоже начиналась со сводок о розыске. 9 лет назад в лесу пропала 5-летняя Лиза Фомкина. На просьбы родных откликнулись сотни, но не успели найти малышку вовремя, опоздали на сутки. Девочка скончалась от переохлаждения. Ее нашли с собакой, которая пыталась согреть хозяйку. Осознание того, что Лиза могла бы жить, начнись масштабные поиски ранее, и стал толчком к созданию отряда. Сегодня он объединил добровольцев со всей страны. Только в 2019-м благодаря им живыми были найдены 9 тысяч человек. Причины самые разные. Это и состояние здоровья, переоценка своих физических возможностей, плохая ориентация, незнание местности, куда люди уходят. Бывает просто банально забывают какие-то там средства позиционирования на местности. В Коми движение только набирает обороты. В группе ВКонтакте 10 тысяч участников, но активных поисковиков пока десятки. Нам нужны добровольцы, так как из 100 человек активных, которые есть сейчас, вот в текущий момент на поиски смогут выехать максимум человек 10, это при лучшем раскладе, а то и человека 3-5. Да? Чем больше людей активно присутствует в отряде, тем больше вероятность, что на ближайшие поиски мы объединимся большим числом. Чем больше людей, тем больше вероятность найти человека оперативно. Говорят, сложнее всего искать трудных подростков. Они часто намеренно уходят из дома, поэтому делают все для того, чтобы их не нашли. Пару дней назад пропажа 17-летней ухтинки закончилась благополучно, хотя на связь с родителями девушка не выходила неделю. Наша Лизонька нашлась, с ней все в порядке. Спасибо огромное всем. Давние потери могут оставить серьезный отпечаток на психике. Даже если человек терялся давно, через десятки лет тревожное состояние может вернуться. Так что помощь психолога просто необходима, особенно детям. Если ребенок потерялся и длительное время он не мог найти своих родителей, и если он обнаружился не родителями, например, там полицейские его нашли, или там, предположим, люди какие-то незнакомые, да, заметили, что ребенок ищет родственников, ищет там людей, то в этом случае у него может возникнуть травма, да, что чувство безопасности теряет ребенок, особенно если после того, как он нашелся, его же и обвинили родители в том, что он, например, не послушался, ушел, сбежал, там, да, за руку не держал, то есть усугубили это чувство чувством вины, то тогда воспоминания о том, как он потерялся, могут преследовать вплоть до самого взрослого возраста. Каждый доброволец отряда – винтик одного механизма. Есть поисковики для работы в лесу и городе, инфокоординаторы, которые владеют информацией, добровольцы для обзвона больниц и распространения информации в сети. Поисковик Евгений еще и старший инструктор школы детской безопасности. Как поступать, если потерялся, что брать с собой в лес, как одеваться. Обо всем этом рассказывает в школах и детских садах. Замечательно носить яркую какую-то одежду, хотя бы какой-то элемент одежды. Рюкзак, жилеточку, шапку, чтобы можно было заметить человека издалека. Любимые защитные костюмы мужчин, которые ходят на рыбалку и на охоту, как раз гарантируют, что их никто никогда не найдет. А вот какими поисковиков видят дети. Одна из школьниц изобразила лису, главный символ объединения. Такая же рыжая, как форма поисковиков и позывной пеших отрядов. А еще лиса созвучна имени той самой пропавшей 5-летней девочки, которой не успели помочь. Таисия Жакова, Роман Боровиков, телеканал Юрган.